В эфире национального телевидения Чувашии программа «Чувашла Калажар» – интеллектуально-развлекательная телевикторина. В этой программе мы говорим о нашей необъятной России и о нашей малой родине Чувашии, о культуре, о языке и погружаемся в нее. В нашей студии сегодня присутствуют участники, которые пришли пополнить багаж своих знаний, которые ждут 5 вопросов, и на каждый вопрос будет 4 варианта ответа. Кто же сегодня победит? Давайте сначала познакомимся. Мария, сотрудник IT-сферы. Мария, добрый день. Здравствуйте. Мария, вы в детстве часто бывали у бабушки в деревне? Да, очень часто. Почти все лето проводила. В каком районе? Ну, вообще, у меня папа из Шимуршинского района, Чепкас-Никольская деревня, а мама из Цивильского, деревня Буран-Косы. Вот. Ну, в основном в Чурачках, на самом деле, там время проводили. Но особо я была самая маленькая в семье, поэтому меня работать особо не заставляли. А все лето чем занимались? Гуляла. Ну, как и все. Да. Андрей, звукорежиссер. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас сегодня по саунду? Честно? Ну, вообще, артистов становится больше, индустрия начинает потихоньку развиваться, но маленькими шагами, на самом деле, очень мало возможностей у нас конкретно, и на самом деле мало перспективных артистов, если говорить откровенно. Но вообще, в целом, если говорить по стране, то индустрия очень сильно развивается. Хорошо. Задачи звукорежиссера в продюсирование входят? Нет. Ну, вообще, существуют разные звукорежиссеры. То есть, если мы говорим про полное продюсирование трека, да, это создание там, композиции под ключ. Существуют звукорежиссеры, которые занимаются исключительно сведением, мастерингом. То есть это, ну, условно говоря, если говорить простым языком, это склейка, нарезка, исправление каких-то дефектов и так далее. То есть доведение чего-то не готового до полной готовой картинки. С чувашским саундом работали? Нет. Все впереди. Удачи. А следующую участницу зовут Анастасия, спортсменка ездового спорта. Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. Хаски. Собаки хаски очень пушистые, очень такие домашние. Что еще о них расскажете нам? Ну, все вообще-то стереотип, что они там все дома крушат. На самом деле, если ими заниматься в правильное русло, то они очень милые, добродушные и очень замечательно выполняют всякие разные трюки помимо ездового спорта. Помимо хаски, каких животных еще любите? Ой, ну я вообще всех люблю животных. И лошадок там. На лошадках тоже люблю кататься, не только на собачках. Хорошо. Лошадка по-чувашски как будет? Помощь друга. Ложа. Ложа, да. Цивильский район сразу чувствуется. Ложа. А собака? Должны знать. Гида. Гида. Молодцы. А следующего участника зовут Давид. Он приехал к нам из республики Мариэл и тоже занимается спортом. А каким, расскажет сам. Давид, добрый день. Здравствуйте. Рассказывайте. Ну, я занимаюсь ездовым спортом уже почти 4 года. Зарабатываю достаточно много медалей с каждых соревнований, но это очень тяжело. Я когда начинал, я думал, будет легче. Нет, это нужно заниматься каждый день собаками, каждый день обучать их чему-то, каждый день выходить, кататься на велосипеде с ними, тренировать команды поворотов, тренировать команды мимо, чтобы они не отвлекались ни на кого. И на соревнованиях тоже нужно быть внимательнее, можно сказать, чтобы собаки тоже не откликались на других, так сказать. Ну, в принципе, все, наверное, да. Давид, в ездовом спорте есть трассы, то есть на собаках вы проходите различные трассы, различные дороги, там лесные массивы летом, например, проходите вдвоем. Медаль дают собаке или тому, кто управляет ей? На каких-то соревнованиях дают собаке, на каких-то человеку, а на каких-то и тому, и другому. О, интересно, спасибо большое, не знал, кстати. Я думаю, самое время рассказать вам, дорогие участники, о наших правилах. Правила очень простые. На экране будут появляться вопросы. На каждый вопрос есть 4 варианта ответа. После того, как ведущий, то есть я, озвучил все варианты ответа, вы сразу же нажимаете на кнопку. И отвечает тот, кто нажал первым. Первые 2 вопроса у нас по 1 баллу. 3-й и 4-й вопрос есть возможность заработать по 2 очка, если ответите правильно. А 5-й вопрос у нас с изюминкой. За него дается 3 балла, если ответите правильно. Также есть 2 подсказки, как в любой игре, которые называются «Знания» и «Удача». Я вам желаю удачи. Спасибо.
самое время начать нашу игру, и мы переходим к первому вопросу. А первый вопрос у нас связан с летом, с тем, что любят все, это ягоды. Внимание, на экран первый вопрос звучит следующим образом. Как по-чувашски будет ягода? Варианты ответа. А. Мойер. Б. Пахчащий меч. С. Щирла. Д. Яран. Мария. Щерла. Щирла. Ну, бывали в Цивильске, поэтому сразу правильный ответ. Щирла, действительно, молодец, вы заработали 1 балл. Переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 2 тоже на 1 балл. Следующий вопрос у нас связан с чувашской мифологией, и звучит он следующим образом. Кто из чувашских богатырей был кузнецом? Варианты ответа следующие. А. Аслади. Б. Улыб. С. Чемень. Д. Азамат. Давид. С. С. Чемень. Да. Смотрим на экран. И, к сожалению, это неверный вариант ответа. Следующий нажала Мария. Азамат. Азамат, говорит Мария. Смотрим на экран. И у нас загорается зеленая плашечка. Мария, в вашей копилке уже 2 балла. Молодец. Откуда знаете, что Азамат? Или это удача, или знание? Я где-то слышала. Азамат Это Киберов там. сразу возможно, да? Говорят, Кибер это переводится мост, то есть мост Азамата получается. Аслади это гром, улыб, мы все его знаем. Следующий вопрос номер 3. Кто любит путешествовать из вас? Ой, я люблю. Все любят, Все наверное. любят путешествовать, тем более те, кто занимается ездовым спортом, постоянно путешествия. Ну и в IT-сфере, возможно, есть тоже путешествия. Вопрос номер 3. Как называется водопад, который расположен в Маргаушском районе? А. Золотой каскад. Б. Маргаушский водоскат. С. Лесной оберег. Д. Серебряный каскад. Анастасия, Д. Серебряный каскад. вы там бывали, наверное? Да. Вот прям по глазам вижу, так уверенно, серебряный каскад. Да, это действительно правильный вариант ответа. Водопад, который находится в Маргаушском районе, серебряный каскад. На просторах интернета я видел, что у нас в Чувашии есть еще водопад, но он намного меньше, чем вот этот вот, который мы видим с вами на экране, который расположен в Маргаушском районе. Ну, на самом деле, тоже не особо большой, но очень так интересное место посетить. А особенно зимой фотографии видели? Зимой видела, но мы посещали осенью. Вот, когда было меньше народу, чтобы не столпотворение было. Вот так вот Осенью тоже очень красиво. путешествия помогают выигрывать в нашей игре. Идем к следующему вопросу. Вопрос номер 4. Внимание на экран. В каком городе Чувашии стоят эти необычные остановки? Варианты ответа. А. Алатырь. Б. Канаш. С. Шумерля. Д. Ядрин. Анастасия. Мне кажется, в Вопрос на 2 Алатыре. балла. В Алатыре, говорит Мне Анастасия. кажется, в Алатыре. Смотрим. Неправильно. Нет, не в Алатыре. Следующая была Мария. Мне кажется, это Ядрин. Ядрин. Почему вы так решили? Потому что в Алатыре я была, там таких остановок точно нет. В Канаше я тоже таких не помню. В Шумерле я была проездом, хотя могло там что-то подобное быть, но я уже назвала Ядрин. Ну, парни, у вас есть шанс заработать 2 очка, Давид. Шумерли? Шумерля, говорит Давид. Он говорит это очень уверенно, и это действительно правильный ответ. Вы знали, да? Да. Что Шумерля изначально? Да. Бывали там, наверное. Здорово. Вы заработали 2 балла. Молодец. А перед 5-м вопросом давайте подведем немножко итоги. У Марии 2 очка, у Андрея пока нету, у Анастасии тоже 2 очка, у Давида 2 балла. Внимание, 5-й вопрос появится прямо сейчас на экране. Шолма – это археологический памятник, который получил название «Стоянка-мастерская Верхнего Палеолита». Люди жили там 28 тысяч лет тому назад. Шолма находится в Цивильском районе на берегу реки Цивиль. Перед вами представлены орудия труда, которые были найдены в ходе раскопок. И, внимание, вопрос. Почему стоянку назвали мастерской? Почему стоянка Шолма в своем названии получила обозначение «мастерская»? Варианты ответа следующие. А. Потому что там найдено много украшений. Б. Потому что найдено много орудий труда. С. Много монет. Д. Много бытовых принадлежностей. Вариант Б. Орудие труда. Много орудий труда. Что, смотрим. Орудие труда. Действительно, это правильный ответ. И сейчас услышим комментарий
из Национального музея. Стоянку Шолма назвали мастерской из-за большого количества орудий труда, которые были там найдены. Это и отщепы, скребки, полинуклеусы, ножевидные пластины и другие интересные экспонаты. И в нашей телевикторине есть победитель. Ее зовут Мария. Вы молодец. Вы Ура! сегодня в нашей передаче заработали 5 очков. Хорошая победа. Остальным участникам большое спасибо за эту интересную игру. Мы сегодня с вами побывали на водопаде в Маргаушском районе, увидели радугу, которую сделал Азамат. Вы большие молодцы. Спасибо вам за игру. Спасибо. Поздравляем победителей. Поздравляю. Это была интеллектуально-развлекательная телевикторина «Чувашла Калажар» на национальном телевидении Чувашии. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересные вопросы для наших участников, присылайте их в видео формате на этот электронный адрес, который видите на экране. Всего доброго!